Почему же все-таки к нам, к татарам, а многие мусульмане и представители мусульманских народов относятся достаточно пренебрежительно? Например, мы выпускаем на бакалавров исламских наук, Болгарская академия магистров, докторов исламских наук выпускает. И что? Нет ни одного мусульманского ученого среди нас. Это люди типа Аляутдинова там и же с ним. Это же ученые вторичные. Вот я хотел обратить внимание на такой момент. Почему именно, ответить, попробовать на такой вопрос, почему именно вот булгары, тюркские народы, да, в целом были склонны к тому, чтобы принять эту религию. Вообще, посмотреть нужно на характер ислама. Ислам возник в торговой среде и поощрял торговлю. И, с другой стороны, регламентировал ее функционирование, не просто поощрял, функционировал. И сегодня мы можем находить многие ответы в исламской религии, да, на те вопросы сегодня, которые возникают в экономической жизни, вопросы халяла и харама. И много дается определений. Вот еще Соловьев, русский историк, писал, что издавна утвердился здесь, на Волге, торговый и промышленный народ булгары. Издавна, когда еще русский славянин не начинал строить на Оке церквей христианских, не занимал еще этих мест, болгарин слушал уже Коран на берегах Волги и Камы. И, конечно же, больше счастья, что принятие ислама, что ислам дошел до берегов Волги, во многом способствовала этому сама торговля. И торговля это происходила с мусульманскими народами. Ведь известно, что в Средней Азии, например, еще в середине 8 века утвердился ислам. И вот эта торговая среда, мусульманская среда, она и как бы повлияла на вот этот конфессиональный выбор булгар в пользу ислама. И мы знаем события, вошедшие в историю как официальное принятие ислама в 922 году в Волжской Булгарии. То есть переход уже самого государства вслед за людьми, да, которые лично принимали ислам, в мусульманскую религию. И вот этот факт стал определяющим обстоятельством, что именно мусульмане в основном уже были, как бы уже жили здесь. Вот, а если посмотреть еще более древнюю историю, да, вот, и определить, почему именно ислам стал притягателем, еще есть одно объяснение. То, что здесь, все, наверное, знают здесь сидящие, что тюрки исповедовали вот тенгриянство. Тенгриянство, как это, значит, божество, Кюк Мяги Тянгри, да, то есть небесный, вечный Бог. Вот, то есть был монотеизм, так скажем, да. Если посмотреть на другие народы, в это время еще было там множество богов, политеизм, да. Здесь мы видим именно единобожие. И согласно вот тенгриянству, человек обязан был стараться обрести милость Всевышнего Божества. Это, как это близко, да, к исламу, без которого не может быть благополучия ни в семье, ни дома, то есть ни в обществе. И тоже немаловажный момент, что вот именно в тенгрианской традиции не было изображения Бога, да? Честно говоря, вот такую национальную татарскую культуру, наверное, кроме театра, но видеть сегодня, ну, очень проблематично. Проблема общественной жизни. Мы это видим и практической потери того завоеванного в начале 90-х годов национального, пусть ограниченного в рамках автономии суверенитета. Мы это видим на примере того, что произошло у нас в Татарстане с языком. И базовые вещи, которые присущи всем людям, независимо от национальной, расовой и другой принадлежности, это родственные отношения. Это честь человека,
это совесть человека. Если все это суммировать, вот это все богатство, наверное, и называется национальным духом. Вот как раз, мне кажется, одна из важнейших проблем сегодня нашего народа упирается именно в эти базовые ценности. Почему? Я беру ценность. Знаете, я долго думал, потом понял, я обижался, потому что я, во-первых, вырос в определенной, достаточно консервативной, нормальной мусульманской татарской среде. Потом находился в таком же кругу. Почему же все-таки к нам, к татарам, а многие мусульмане и представители мусульманских народов относятся достаточно пренебрежительно? Не только в вопросах веры, но и в других вопросах, в том числе прежде всего в том, что я сейчас обозначил. Потом до меня дошло. То, что сегодня люди мужского пола, я их мужчинами не называю, то, что люди мужского пола выставляют на показ полуобнаженных своих жен, то, что люди мужского пола позволяют себе в обнимку потанцевать с чужими женами, и их жены в обнимочку танцуют с другими мужчинами. Вот тогда до меня дошло. Народ, который потерял в этих вопросах, особенно мужская часть, главную составляющую, то, что называется человеком, а мужчину делает мужчином, никогда не сможет заслужить уважение. То есть мы касаемся вот этих фундаментальных вопросов. Посмотрите вопросы культуры, вопросы нашей эстрады. Конечно, есть отдельно представители. Но что мы для себя можем взять из той массовой культуры, которую сегодня нам преподносят? Дух можем свой укрепить, мужество свое можем укрепить. Да нет. Поэтому тоже касается общественной нашей жизни. Посмотрите, вот то, что я перечислил относительно суверенитета, относительно языковой проблемы, относительно последних событий, которые произошли в связи с изменением законодательства, вот это наше безразличие, на самом деле это страшная вещь. Я как мусульманин, как татарин скажу, как мусульманин, вот мусульманское сообщество, которое готовится к 1100-летию, вот на российском поле мы где как мусульмане представлены? В бизнесе нас нет. Мусульманского бизнеса нет. В науке нас нет. В экономике нас нет. Мусульманской экономики нет, во всяком случае, представляющей ее. Кто мог бы ассоциировать себя, но в финансах можно где-то определенно назвать Сулеймана Керимова, как мусульманин. Потому что действительно у него есть масштабные мусульманские проекты, и за счет этого его как-то можно еще перечислить. Где мы вообще представлены? Мусульмане сегодня представлены только в одном сегменте, в силовых видах спорта. Хорошо это плохо, это другой вопрос. В целом, что мы есть, это хорошо, потому что, во всяком случае, как в Рахине, нас никто не пинает, и сегодня с наших женщин там платки и хиджабы никто не вырывает. Во многом именно благодаря вот этому сегменту, этим ребятам, и то, что они сегодня так возвысили ислам на таком уровне. Хотя это можно было бы и лучше было бы сделать, если бы сделали представители науки, представители бизнеса и так далее. Вот тоже в национальном аспекте. Вот самый это быстрый ход, наверное. На сегодня, почему я уделяю внимание вот этой части нашей жизни, спорту, да? Потому что, знаете, любой человек, особенно сейчас, когда мы с тобой, любой человек тянется к силе. Силы бывают разные, но во всяком случае я говорю о позитивной силе. Любая женщина без исключения, она хочет, чтобы где-то рядом с ней был, значит, сильный мужчина. Она на подсознательном уровне это ищет.
Сегодня молодежь ищет сильных людей. Почему самый популярный в мире мусульманин – это Хабиб Магомедов, Нурмагомедов? Потому что люди хотят быть сильными. И знаете, вот я что смотрю? Вот бывают у нас форумы, о которых сегодня говорили, конгрессы, джины бывают, да, другие мероприятия. Вот у нас есть единственный представитель, значит, Ринат Фахретдинов, который подписал контракт с USFI. А что такое USFI, я думаю, никому не нужно объяснять, особенно молодым людям. Но мы его нигде не видели. Я уж про поддержку не говорю. А ведь используя фактор этого молодого мусульманина, потому что он олицетворяет собой и мусульманство, и национальность, он татарин. Мы могли бы существенно поднять дух нашего молодого поколения. Мы могли бы показать, что мы реально солидарны и можем быть солидарны в таких вопросах, потому что этому молодому человеку поддержка нужна. И моральная, и материальная поддержка. То же самое, я думаю, что мы могли бы эти вопросы обсуждать с представителями нашей эстрады, потому что на самом деле они тоже оказывают огромное влияние на массы. То, что есть массовая культура, которая обращена наши артисты и артистки, которых нельзя назвать ни татарином, а уж тем более многих из них мусульманами, потому что ни своим внешним видом, ни своими действиями они не показывают те высочайшие моральные, мужские качества, да, мы могли бы вот за счет действительно здоровой нашей части, представителей нашей эстрады, поднять дух. Ассаламу алейкум, уважаемые коллеги, шейх Саид, Хаддас Хазрат, ассаламу алейкум. Очень рад, что вот мы готовимся к 1000-летию. Действительно, вопросов очень много, в историческом плане необходимо изучать. И вот современность, может быть, еще больше воспользуясь тем, что мы будем отмечать 1000-летие. Необходимо выйти на современные проблемы, как мы используем. Ну, я здесь, может быть, штрихами некоторые проблемы только хочу вот обозначить. Вот мы говорим вот 922 год, официальное принятие ислама, но как было вот до 922 года, вот как среди наших предков, среди булгар, в Хазарском каганате, ислам распространялся, к сожалению, очень мало исследований. Это тоже вопрос очень важный, поскольку вот официальное принятие ислама в Волжской Булгарии, что этому предшествовало? Здесь в свое время, вот, ну, вы знаете, в низовье полки была Великая Болгария, в свое время, по-моему, известный историк Фаяз Хузин с Амирджаном Давлетовичем написали, что в Великой Болгарии правители в основном были язычники, крестьяне, скорее синистерианцы. Но здесь уже, в общем-то, еще во времена жизни нашего пророка Мухаммада алейхиссалям, сюда приезжали миссионеры, возможно, здесь тоже были какие-то первые зачатки распространения ислама еще в низовье Волги, Великой Болгарии. Но вот в Хазарском каганате, как обстоят ли дела, тоже, в принципе, мы четко не представляем, но ясно, что Хазар — это Хазарское государство, в течение почти 100 лет они воевали с арабами, потом путешественники более в X веке только указывают, что здесь были мечети, были мусульмане, но этого тоже недостаточно. Вот, пользуясь подготовкой к 1000-летию, этот период тоже мы должны вот изучать. Потом вот Сахаба, тоже вот этот сюжет очень интересный в историческом плане. Ну, вы знаете уж, наверное, Шабутин Маржани очень жестко критикует источники о приезде в Волжской Булгарии трех Сахаба. Он считает, что здесь источников недостаточно, но вот, к сожалению, вот этот сюжет тоже почему-то совершенно не изучен. Я говорю, в Волжской Булгарии, возможно, надо писать хотя бы магистерскую диссертацию по этой теме. Шабутин Маржани в своей книге «Мустафа Тляква фи ахвали Хазар ва Булгар» он пишет, что рядом с нашим пророком Мухаммадом алейхиссалямом
был человек, если с ним рядом, значит, сахаба, и пророк, говорит, продиктовал ему письмо на арабском языке, естественно, тот его переводил на тюрки. Это письмо было направлено, говорит Шахабуддин Марджани, что для тюрков на север, Шамаль-Тюрки. Это говорит о том, что еще, ну, естественно, это мединский период, когда наш пророк, Мухаммад, вел уже себя как политик создания мусульманского государства, появляются письма различным племенам. В рамках этих вот политической своей деятельности пророк, скорее всего, вот имел в виду, что на севере тоже есть народы, которых необходимо включить в мусульманскую орбиту. Вот с этой точки зрения Шахабуддин Марджани указывает источники. Вот Шахабуддин Марджани для нас это первый историк, который писал только опираясь на исторически достоверные источники. С этой точки зрения ему-то можно доверять. Вот этот сюжет тоже является интересным. Но, возможно, вот что предшествовало у наших предков до официального принятия ислама, вот, в 1922 году, мне кажется, требует более вот такого углубленного, фундаментального изучения. К сожалению, вот, но я не могу сказать, что у нас есть вот молодые историки, которые этой проблематикой занимаются. К сожалению, ранней истории. Ну, это сложно, потому что источников мало. Но у нас очень мало. Ну, вообще сегодня молодежь науку особо не любит, бизнес, где можно легче деньги зарабатывать, науки не заработаешь. Но, тем не менее, вот эти направления являются для нас очень важными. Ну, чтобы, ну, может быть, вслух никто не произносит, но наверняка кто-то думает, ну, конечно, 922, а до этого что было? У вас по этому поводу ничего и не написано. Вот необходимо вот в этом направлении работать. Ну, это первое. Ну, второе, конечно, вот второй сюжет, который является очень важным, который, ну, может быть, имеет уже прямо выход на современность, но вот где инструмент вот осмысления вот то нашего многовекового истории, может быть, богословского наследия, как наши предки ну, на эти проблемы вот смотрели. Вот здесь уже насчет джадидизма говорили, но я больше, может быть, сам по себе не джадид, я ближе к адибизму, я скажу почему. Но здесь действительно есть на что опираться. Я тоже вот один сюжет только выделю, но я бы сказал вот два момента, очень важно. Сегодня, мне кажется, является он, может быть, наиболее, может быть, острым. Вот первое, о чем я хочу сказать, что вот в 19 веке, опять это наш вот Шахабуддин Марджани, это действительно ученый не голословно, а ученый мировым именем, вот где бы вот я, куда бы я ни ездил, где бы я ни встречался, кто занимается проблемами исламского права, в любом, это и Аль-Азгар, это и Сирия, практически во всех странах, в общем-то, книги Шахабуддина Марджани, ну, по сути дела, являются настольной книгой. Это говорит о том, что вот, ну, он действительно, это богослов с мировым именем. На что я хотел сказать вот по поводу Шахабуддина Марджани. Ну, конечно, в 19 веке, когда Шахабуддин Марджани уже вернулся из Пары, из Самарканда, он открывает свои медресе. Здесь процессы вот, развития буржуазных отношений, новый процесс начинается, и поэтому, естественно, необходимо было предложить вот, методологию, каким образом нашу историю вот, осмыслить. Второй сюжет вот, насчет джадидизма. Сказали, да, действительно, джадидизм – это очень важное явление со второй половины 19 века. Но чем это было связано? Вот, но о джадидизме тоже очень много вот, различных толкований. О джадидизме писали практически все, кто занимается исламом, и зарубежное, и отечественное. Но здесь вот Дамир по-моему, включен. То есть, да, Дамир Абы здесь с нами, да, он все слышит и слушает. Да. Ну, у него, вот он в свое время писал, что давно об этом он не пишет, но у него была книга, но интересно, вот я к этому тоже вернусь. Вот джадидизм, ну, очень важно было явление, но
вот почему-то и сегодня, ну, может быть, уже меньше, вот джадидизм — это татарский ислам. Вот попытка вот джадидизм за уши притягивать к исламу. Но мне кажется, здесь вопрос стоит немного по-другому. Ну вот что происходило? Действительно, вот ислам, особенно вот Российской империи, вот в условиях такого бурного развития капиталистических, буржуазных отношений, но он функционировал в полипрофессиональной среде. И поэтому, конечно, вот мусульманам необходимо было в этих условиях довольно бурного развития новых вот буржуазных отношений каким-то образом надо было найти свое место в этой жизни. Но это было очень сложно. Почему? Потому что у татар был единственный инструмент — это вот образование. То есть институционализация образования. Других возможностей не было. То есть Российская империя татарам разрешила строительство мечети, открывать медресе, это уже был большой успех в XVIII веке. Но система образования, она была классическая. То есть мусульманам давали классическое исламское образование, ну, в совершенстве, может быть, ну, скорее всего, многие знают в совершенстве арабский язык, до минимума были сведены советские вот предметы, но это была единственная форма получения знания у татар, поскольку у другой системы образования-то не было. И поэтому вот Исмаил Бегаспринский, умнейший человек, который прекрасно знал жизнь мусульман, который был мэром города Чисарая, в Европе работал, он предложил, помимо, вот смотрите, это не замена классическому исламскому образованию. Исмаил Бегаспринский, помимо классического исламского образования, предлагает создание, ну, по сути дела, светской системы образования. И не случайно вот рядом с классическим исламским образованием у нас постепенно появляется уже, ну, почти светское, хотя в джадидские медресе все они были конфессиональными, потому что Российская империя жестко вот, ну, не разрешала открывать светское учебное заведение для мусульман России. И мы видим, что рядом с классическим исламским образованием у нас появляется, ну, по сути дела, светское образование. Ну, например, знаменитый джадидский медресе Абуби, из 30 предметов 8 только были религиозными. Вы можете себе представить? 22 предмета, они, по сути дела, были светские. Это, естественно, светское образование. Но это было очень важно, и поэтому мы должны уже давно отойти от противопоставления. Академизм плохо, джадидизм хорошо. Но это вот новые направления развития исламского образования. И они шли параллельно, они друг друга дополняли. Благодаря джадидской системе образования, в общем-то, татары получили огромное преимущество. Потом, в чем я тоже скажу, но вот здесь что происходило? Действительно, среди мусульманской молодежи было огромное количество людей, которые не хотели себя реализовать в религиозной сфере. Они хотели стать инженерами, врачами, юристами и так далее. Но было стремление где-то обучаться. Но родители особо не давали российское учебное заведение, но поскольку империя она была православной, поэтому здесь влияние православия в систему образования было значительно, поэтому родители опасались, что их дети уйдут от ислама. И они лучше отправляли своих детей учиться, это в конце 19-го, начале 20 века, уже в Париж, например, в Сорбонне учились, где не было навязывания конфессионального фактора. Здесь джадидские медресе, для чего они? То есть джадидские медресе, они служили в первую очередь для того, чтобы формировать не духовенство, да, мусульманскую интеллигенцию. Есть тоже очень наглядный пример, это касается не только одного медресе, например, медресе Хусейния, который открылся в 2008 году, существовал 10 лет, его закрыли в 2018 году, где-то 900 человек, из них, из 900, понимаете, 30 человек ушли в религиозную сферу, из 900. Но они стали писателями, художниками, может быть, и артистами, и так далее. Они все стали представителями мусульманской интеллигенции. Начало 20 века, благодаря джадидским, в том числе медресе, но мусульмане, в первую очередь, на Кавказе, я тоже недавно, мы писали книгу, кстати, вас тоже презентовали или нет,
мы его везде презентовали, идентичность. Я раздел там писал, вот, система образования джадидизма, и кроме татар, на Кавказе практически не было. И поэтому, благодаря джадидскому медресе, мы к началу 20 века пришли уже такими подготовленными, активно участвовать в политической жизни России. Это, например, когда после революции 5-6 годов, 7 годов разрешили открывать газеты, журналы, практически во всех крупнейших городах, в первую очередь татары, открыли свои газеты, журналы. Но здесь буржуазия финансировала, но ведь еще кадров надо найти. Вы можете себе представить, открывать сегодня газету, даже имея на это средства? Где даже сегодня, имея вот факультет журналистики, найти специалистов очень можно. Практически за пару лет во всех городах появились газеты, журналы. Это заслуга джадидских мадресе. Но вот появляется фракция мусульманской думы. Но здесь, естественно, эта мусульманская фракция Государственная дума не играла никакой роли в политической жизни, это была трибуна. Мусульмане себя могли показать, мусульмане, по крайней мере, публично высказывали о своих проблемах. Но их становится с каждым годом все меньше. Первой фракции было много мусульман, потом меньше, но тем не менее, здесь они активно участвовали и, наконец, вот, создали политические партии Итифак аль-Муслимин. Это говорит о том, что вот благодаря джадидизму мы получили очень хороший инструмент, в общем-то, для того, чтобы мусульмане очень активно реализовали себя в политической, социально-политической жизни общества. Но что касается вот академизма, в общем-то, это нисколько не отодвигал академистский медресе. Но здесь вот очень наглядный пример тоже нужно иметь в виду, что практически 100, может быть 99,9% богословы, крупнейшие богословы, даже те реформаторы, мусабиги, они учили в академических мадресе. И поэтому академический мадресе дает нам богословов, а джадидский мадресе это стало вот формой подготовки мусульманской интеллигенции. Вот где были джадидские мадресе, тогда она формировалась мусульманская интеллигенция. Где не было джадидских мадресе, в общем-то, вот этот процесс он шел очень медленно, и те мусульманские народы, они менее активно принимали участие, или вообще не принимали участие в общественно-политической жизни Российской империи. Но с этой точки зрения, джадидизм мы должны рассматривать, адекватно, нормально, наконец-то, как советская методология была, джадидизм это хорошо, академизм это консерватизм, это плохо. Нет, я еще раз повторяю, в общем-то, этого не было. И, тоже уж много говорю, наверное, еще хотел я сюжет один, современных условиях, джадидизм. Вы знаете, я был первым ректором Булгарской академии, пытались разрабатывать, где современная методология, современная концепция развития исламского образования в России в целом, и в том числе, естественно, здесь выбора на самом деле особо нет. Говорили о джадидизме, давайте джадидизм. Я уже говорил о том, что джадидизм это и есть дореволюционная Россия, это и есть форма, но может быть она не закончена, она действительно не закончена. Почему? Например, после революции 5-7 годов многие студенты джадидских мадресе оказались на улице, начинается здесь шакирское движение. Зия Камали, основоположник знаменитого мадресе Галия в Уфе, он, вы знаете, Зия Камали учился в Аль-Азгаре, ему даже предложили остаться, дальше работать в Аль-Азгаре, но он приехал с такими идеями, он нашел хороших спонсоров, национальная буржуазия его поддерживала, они отстроили, и сейчас это здание есть, где при Уфа расположено, трехэтажная, теплая, хорошая, столовая, в общем-то, Тахаратхана, все, прекрасно здание отстроили, студенты должны были учиться. Вдруг они оказались на улице, они выступали во времена этих, здесь советская историография об этом, потому что джадидизм это продвинутая идеология, они выступали против существующей системы. На самом деле, здесь выпускники, не выпускники, а студенты джадидских мадресе, они понимали, да, нам дают советские знания, но специальности-то нет,
но он получает светские знания, он в лучшем случае может работать приказчиком у русского или хозяина, чтобы он знает математику, русский язык и так далее. Но он же не становится ни юристом, ни инженером, ни медиком. Они это понимали, и поэтому джаридская система, она тоже не была закончена. Но вот академические медресе, в общем-то, не выходили, поскольку она была более такой, совершенно с точки зрения, мы говорим, результат. Их выпускали богословов с хорошим знанием арабского языка, основ ислама и так далее. Вот с этой точки зрения, конечно, джадидская система образования, имперский период, она незавершенная была система, к сожалению, хотя она была очень продуктивная. Но сегодня в Болгарской академии, конечно, я был, особо мне, может, и не навязывали, не сверху, просто это где-то обсуждали, но я был сторонником, что за основу мы должны взять наше классическое исламское образование, по сути дела, в академическом его не называли, но это очень важно было, потому что глубокие исламские знания давали в таких наших традиционных академических медресе. И поэтому здесь по нему и программу мы и строили, потому что президент Российской Федерации поставил такую задачу, чтобы меньше выезжали за рубеж, чтобы учились у нас были конкурентоспособные учебные заведения, возрождали богословское наследие, но для этого только можно было опираться на классическое нашу систему образования. Но мы изучали опыт практически всех стран. Здесь можно сказать, что здесь я могу с гордостью сказать, что, по сути дела, те стандарты, которые мы разработали, и медресе, и бакалавриат, магистратура, в общем-то, крупнейшие учебные заведения исламского мира признают. Но сейчас недавно произошло очень интересное тоже для нас событие. Это заслуга мархума Идара Малахова, его медресе имени Марии Султановой и их выпускников. В общем-то, Аль-Азар первый курс будут принимать без экзамена, поскольку тот стандарт, который мы разработали, стандарт Хазрата мы долго писали, в общем-то, признали. Это говорит, что среднее профессиональное образование, наш стандарт вполне устраивает даже Аль-Азар. Но наши студенты, которые учатся в бакалавриате в Казанском исламском университете, наши тоже долго изучали. В этом году наши выпускники поступили после долгого изучения нашей программы, сказали, она нормальна. Наших студентов взяли в крупнейшее учебное заведение имени Мухаммада Зейда в Объединенных Арабских Эмиратах, естественно, после сдачи экзамена, на первый курс магистратуры. То есть, в принципе, сегодня исламское образование определенные успехи есть. То есть наша программа, она признана в мире, по ним работать можно. Это очень хорошо. Но что касается, завершая сюжет о джадидизме, вообще, вы скажете, джадидизм это уже на свалке истории, это прекрасно наше прошлое, но на самом деле нет. Смотрите, это тоже вопрос сложный во всех отношениях. Это с правовой точки зрения. Например, мы выпускаем бакалавров исламских наук, Болгарской академии магистров, докторов исламских наук выпускает. И что? То есть, где приезжает шейх Саид, были ли прокуратура, выставили ли они претензии, они, проверяющие, говорят, а что они у вас там делают, где у них светский диплом, на основании чего вы их допустили к учебному процессу. То есть, с правовой точки зрения, сегодня еще есть определенные вопросы, но это во-первых. Но второе, естественно, вопрос социализации тоже есть. Мы очень заинтересованы, чтобы наши выпускники, особенно религиозных учебных заведений, медресе, и вузы, в общем-то, они прошли школу социализации. Здесь я, может быть, в такой упрощенной форме имею в виду, чтобы они получили второе светское образование, чтобы наши выпускники могли работать везде. Например, доктор исламских наук, он в Болгарской академии, а почему не может работать КФУ? Есть там, например, есть теология. А почему? И так далее. Поэтому, естественно, джадидизм в данном случае сегодня его необходимо использовать как некий инструмент социализации. Условно, джадид
радидизм я могу назвать в современных условиях, ну, это вот, например, теология. Теология, которая дает, это религиозное вот направление, но одновременно он дает диплом государственного образца. Если вот мы параллельно будем обучать, то есть он будет уже дипломом государственного образца, он будет иметь глубокие исламские знания. В общем-то, у него преимущество, в отличие от выпускников исламских теологов, советских вузов или религиоведов, будет намного выше. То есть здесь, в этой сфере, в экспертном сообществе и так далее, но мы будем, естественно, иметь определенные преимущества. Но на самом деле, вот у нас в аппарате президента Татарстана наши выпускники трое работают, но они как эксперты, в общем-то, это не мое мнение уже, мнение самого аппарата, в общем-то, они выше, вот, намного выше, чем выпускники религиоведческих и других направлений. Но поскольку эти люди, обучаясь даже в теологии, почему я говорю даже, здесь может быть глубоких исламских знаний нет, но они ислам знают изнутри, и поэтому им как быть экспертами, в общем-то, зная изнутри религию, ну, легче, и они глубже смотрят на процессы, чем религиовед, который смотрит со стороны на этот процесс. Но вот так скомканно вот некоторые сюжеты я обозначил. Судя по началу нашей встречи, у нас пока что мероприятия проходят в очень школярском духе, к сожалению. Я к такому общению как-то не привык. Я люблю дискуссии. Здесь прозвучали голоса, что у нас все хорошо, у нас образовательная система уже есть, мы чуть не вышли на мировой уровень. А между тем ситуация довольно плачевная, потому что в мечети ходят менее 5% мусульман, у вас тоже самое, я думаю. Молодежь особенно не ходит. И российский ислам на самом деле находится под жестким руководством государства. И даже само мероприятие, 1100-летие, оно принято вот решением российской власти. И это не означает, что мы от этого мероприятия получим то, что нам нужно. Потому что нам велено вообще-то укоренить российский ислам в местной почве. И вот юбилейные мероприятия болгарские служат этому же делу на самом деле, если мы не сможем пойти самостоятельным путем. И вот в этой связи я хочу сказать, что само сосредоточение исламского взгляда на булгарах имеет определенные опасности для нашей идентичности. Потому что наши предки ислам принимали неоднократно, Али Хазрат об этом сказал. Я, например, сам откопал материалы, которые свидетельствуют, что восточные кипчаки, которые потом пришли по Волжье, они ислам приняли еще в XI веке после булгар, и потом сыграли важную роль в исламизации Золотой Орды. Не забывайте, что первым золотоордынским ханом, придержавшим ислам, был Берке хан, а он сидел вначале где-то в Средней Азии. Я думаю, что вот как раз в той среде, про которую я говорил. Кроме того, очень важное значение имеет ислам золотоордынского времени, потому что мы о булгарском исламе ничего не знаем конкретного. Даже вот те возгласы, которые раздавались о том, что вот приходили там сахабы в раннее время, это все мифологические данные, никаких конкретных исторических данных по этому поводу нет. Мы даже не знаем, к какому тарикату относился булгарский ислам, и вообще был ли там тарикат. Все, что у нас есть в исламском наследии, которые мы смогли вот по письменным источникам восстановить, относятся к золотоордынскому времени и связано с районом Хорезма, с регионом Хорезма. Именно вот там играли важную роль тюрки Средней Азии, в основном восточные кипчаки. И вот сейчас, если мы все время будем идти за булгарским вариантом ислама, то мы на самом деле можем прийти к тому, и некоторые исламские лидеры это предлагали, булгар превратить в место паломничества. Но у мусульман место паломничества уже есть, оно одно. Это вы знаете, где находится, поэтому нам надо смотреть туда, а не только вот впядиваться взглядом в булгарский ислам. Потому что в современных условиях есть разные модели формирования национальных групп. Я вот вижу, что в Саратове, Пензе и там вообще вот в этой зоне и этнического начала мало. Из-за этого там сообщества собираются вокруг
исламского ядра. И в результате мусульманское сообщество возникает, а преподавание татарского языка исчезает, татарская культура исчезает. И все это на каком-то таком полунепонятном состоянии остается. И в результате уже и думающие имамы пришли к выводу, что у нас вообще-то есть большая проблема по развитию этничности и вообще сохранению татарскости. Я понимаю, я с вами общался и слышал и от ваших уст это. Это на самом деле так. Это не только у вас есть, и в других регионах тоже. Ведь об этом-то надо думать. И вот самый важный вопрос сейчас, как выстраивать городские сообщества. Ну, татарская деревня еще существует, но имейте в виду, там осталось менее 30% татар. И ближайшие 2-3 десятилетия это число сократится в 2 раза, потому что есть демографические процессы, сельское население старые, и пенсионеры будут вымирать, вроде меня, поэтому этого возраста. Поэтому будущий ислам полностью с городскими сообществами связан. И вот в такой ситуации нам же важно изучать и влиять на городское пространство. Пока никаких подходов не было предложено. И вот когда Рафик Эфенди начал восхвалять систему образования, которая в России выстроена, мусульманское образование, ну, я пока еще не сказал бы, что мы далеко ушли. Мы еще только на самой начальной стадии. Смотрите, нет ни одного мусульманского ученого среди нас. Это люди типа Аляутдинова там и же с ним. Это же ученые вторичные. Есть во многих других странах гораздо более высокого уровня мусульманские ученые. А мы говорим, что вот у нас высшая стадия вот это. И у нас еще только впереди времена, когда, может быть, появятся новые Реза Фахриддины, новые маржанисты там, или Бегиевы, и мы тогда сможем воссоединиться с нашим наследием. Имейте в виду, мы даже наше исламское наследие опубликовали только в небольшой части. Вот как сам Рафик Мухаммедшин подсчитывал, что для того, чтобы как-то нам представить это наследие, надо опубликовать около 100 томов. Но опубликовано где-то 6 или 7 книг с хорошим академическим бэкграундом. Остальное наследие может быть кому-то известно, но не широкому кругу татарского читателя. Они просто не знают об этом. И когда мы говорим, что вот будем опираться на свое собственное наследие, то для начала хотя бы его надо опубликовать на высоком уровне, с комментариями, чтобы всем было понятно. Этого нет. И вот еще важный сюжет, который сегодня никак не обсуждается, это проблема татарского ислама. Среди моих знакомых есть люди, которые говорят, что татарский традиционный ислам вообще он языческий, что много всего там не мусульманского, и там и святые места, там и тому подобное. Я сам был свидетелем, когда в Булгарах энергичные женщины выковыривали из столба, который стоит на месте мечети Булгарской мечети, камни, чтобы там унести с собой, или вращались вокруг этого столба, основания столба мечети. Ну, это характерно для нашего народа, таких людей очень много, и поэтому есть большие проблемы, вот как эти вещи трактовать. Но на самом деле такой чистый ислам, не замутненный ничем местным, он существует только в головах некоторых людей. А в любом регионе, в любой стране, везде, даже, собственно, на арабских территориях есть местные вливания в этот ислам. Они имеют везде своеобразие. Малайзийский ислам вы не спутаете с индонезийским или пакистанским. Татарский ислам тоже имеет свой облик. Но все эти вопросы у нас толком не изучены, и трактовка им не дана. Хотя очень часто вот возникают возгласы типа того, что вот после смерти человека праздновать, там, отмечать 3 дня, 7 дней, 40 дней – это не исламское. Ну, не исламское, но это татарское. Поэтому мы же эти вопросы не можем упустить из поля зрения. И отрицать такое тоже будет неправильно. Это часть нашей традиционной культуры. На Кавказе таких элементов еще больше. И вот когда мы говорим о том, что мы мусульманское сообщество, я заканчиваю, мы, во-первых, должны показать сам исторический процесс освоения татарами ислама.
Он был не одномоментный и не одномерный, и, в общем-то, очень тесно связанный с политическими и культурными процессами, которые шли на всем Ближнем Востоке. Вот. И мы должны каким-то образом там найти наше обрамление культурное, историческое, чтобы были вписаны в это пространство. Во-вторых, мы должны очень грамотно показать роль нашего исторического богословского наследия. Этого нет пока. Есть труды, которые преимущественно вышли не у нас, а за рубежом. Вот татарский ислам лучше изучен, может быть, в Турции, чем в Татарстане. И про Бедиева там книги вышли, там у нас работы вышли, но они уже как бы вслед за этими исследованиями. Вот, и надо нам дать современную трактовку нашему наследию. Пока что мы только вот пересказываем содержание и особенно не вписываемся в современно-политические идеологические реалии. Это дело будущего. И последнее. Нужны большие дискуссии и вообще разговоры разного плана, в том числе интеллектуалов, каким образом вписывать исламское сообщество в городское пространство. У нас будущее там находится, и мы должны правильно выстроиться в городах. Тогда у нас будет большой успех. И последнее, что я хочу сказать, к величайшему сожалению, мы построили огромное число мечетей. А вот один из известных турецких богословов, Фатхулля Гулян, говорил, прежде чем построить мечеть, надо подготовить образованных мусульман, которые там будут находиться и думать. Не просто вот пришли, помолились и ушли. У нас мечети фактически одномерно направлены на совершение намаза. А между тем сейчас настает время, из школы татарский язык выдавливается. Значит, надо татарский язык где-то изучать. У нас в городских условиях для татарской молодежи культурного пространства практически нет своего. В-третьих, у нас и старшему поколению особенно негде пообщаться. Ну, может быть, старики приходят молятся после молитвы, может быть, общаются в виде клуба. Но я знаю некоторые европейские страны, где мечети являются в том числе и культурными пространствами, где и молодежь общается. Вот, скажем, посмотрите, как выстроились татары Финляндии. У них мечеть и театр, и вообще собрание сообществ находятся в одном и том же здании. Там все пространство выстроено таким образом, чтобы кроме изучения ислама и кроме мусульманского поклонения и татарскость поддерживать. Наши мечети к этому абсолютно приспособлены. Здание мы построили и огромные деньги туда вложили, вот в это пространство. Наши религиозные деятели, имамы, вообще и не обучены к такой работе. Я сам был вот однажды в экспедиции в Сибири, и молодой имам, который закончил наше исламское учебное заведение в Казани, спрашивал нас, этнологов, как мне работать в деревне? Тут я совершенно чужой, у меня и семьи нет, ко мне смотрят как на вот чужого, который только пришел. Меня не научили работать с татарским сообществом. Это же на самом деле так. Я вот в свое время оканчивал Казанский университет, из нас, конечно, готовили ученых, но тем не менее, нас все равно обучали основам педагогики, чтобы потом мы могли даже в школах работать, если не станем учеными. А ведь такой работы вот в наших учебных заведениях вообще не ведется. Готовят людей к очень активной общественной деятельности. Они потом уже, имамы, когда вступают в свои должности, начинают понимать, что они вообще-то имеют дело с сообществом. Там надо и психологию знать, и экономику хорошо знать надо, потому что мечети у нас никто не финансирует, сами приходится содержать. Это требует очень больших знаний и умений в своей деятельности. Вот я думаю, что когда мы говорим о 1100-летии ислама у нас, нам надо понимать, что мы наследники великой цивилизации, за нами огромная история, и это для нас является опорой, опираясь на которую мы сможем двигаться дальше. Но для этого надо напрягать наши мозги. Интеллектуальная деятельность должна быть чрезвычайно развита у мусульман, потому что мы находимся в окружении не совсем благоприятном для нас. Это же видно каждый день. И мы сможем здесь выстоять и развиваться только если будем умнее тех людей, которые нас хотят задавить.
Этого, к сожалению, пока еще не вижу. Спасибо. В общем, я внимательно выслушал доклады ваши, Али Хазрат, Рафика Хазрата, да, и вот о чем я хочу сказать. Принятие ислама, тысячелетия, мы фиксируем по главному основному историческому источнику, это путешествие, записки Ибн Фадлана. И хочу вам напомнить, что когда Ибн Фадлан приехал в Волжскую Булгарию, он в первую очередь был впечатлен тем, что в Волжской Булгарии нету никаких городов. Отмечу, что это мнение, это позиция, это впечатление человека из вот такого арабо-персидской городской цивилизации, где есть Багдад, где есть большие мегаполисы. И он, конечно же, в своей записке ставит вопрос, можно это прочесть между строк, а как будет существовать ислам, если нет городского сообщества. Поэтому ислам в первую очередь для себя, для нас, татар, имеет именно вот такой городской потенциал, потому что здесь нужно выстраивать махалю, нужно выстраивать городское сообщество.